Добрый день! Вас приветствуют студенты 7 класса Международной арктической школы Мирон и Платон Каландаровы. С нашим лингвистическим проектом на тему «Эргонимы города Якутска» на примере названий служб по производству и доставке бутилированной воды. Эргоним – это класс имен собственных, который включает наименование предприятий, организаций и деловых союзов. Гипотеза нашего исследования. Названия служб Якутска по производству и доставке воды в основном используются иноязычные слова, а эргонимы выполняют распознавательную функцию. Выбор нашей темы для исследования обусловлен курьезным случаем, который произошел на Украине в 90-х годах. Одна иностранная фирма хотела поставлять туда свою бутилированную воду под названием Blue Water, что переводится с английского «голубая вода». Что не так, правда? Но постоянное употребление в рекламных роликах словосочетания Blue Water не ассоциировалось с чистой водой, и эта вода не прижилась на Украине. Цель нашего исследования – выявить особенности названия служб по производству и доставке бутилированной воды, как особого вида имен собственных и их специфику в условиях города Якутска. Для этого мы поставили перед собой задачи. Во-первых, собрать названия этих служб методом сплошной выборки из электронного справочника 2GIS, сайта 14-якутск.рф и Instagram. А во-вторых, провести лингвистический анализ собранных эргонимов, распределив их по группам. A few moments later. В результате проделанной работы нами было собрано 42 названия. С позиции соотнесенности с языком лидируют гибридные названия, при создании которых использованы 2 или 3 языка. По использованию графических средств преобладают названия, переданные кириллицей, а по структуре – эргонимы слова. Было выявлено 4 способа образования эргоним слова, среди которых большинство названий образованы способом сложения и путем перехода имен нарицательных в имена собственные, а эргонимы словосочетания построены на основе подчинительной связи. По степени связи названия с товаром или услугой преобладает название с прямым указанием на предлагаемый товар. По цели исследования собранные эргонимы были разделены на 4 группы, из которых видно широкий спектр возможностей, который дает эргоним при его умелом и творческом использовании. Исследование показало, что типичный эргоним современного Якутска указанные сферы таков. Это слово и словосочетание иноязычного происхождения, включающее корень «аква», переданные как кириллицей, так и латиницей, с прямым указанием на предлагаемый товар. Между тем, какие из них и почему более по душе нашим горожанам, может стать темой дальнейшего исследования. Проведенный анализ показал, что владельцы творчески подходят к наименованию своих служб и пытаются с помощью эргонимов создать индивидуальный стиль своего предприятия. Наша гипотеза в части происхождения названия подтвердилась. 64% эргонимов Якутска являются иноязычными, а вот с позиции выполняемой функции гипотеза подтвердилась лишь частично. Наряду с распознавательной функцией, владельцы служб по производству и доставке воды в большинстве случаев преследуют цель завоевать потенциального клиента, сообщая ему дополнительную информацию о себе и пытаясь вызвать желаемые ассоциации. Спасибо за внимание! И до встречи на конференции!